Всем привет! В эфире программа «Первый дубль». Я Анастасия Казакова. Мне сегодня помогает Николай Скрябин. И сегодня у нас в гостях мачо сия якутская тусовка Александр Бутыков. Привет, Саша. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, я царь. Здравствуйте, я царь. Так, ну что ж, приступим. Так, Александр, как обычно, погнали мы с таких вот довольно простых вопросов. Кто-то, что-то, где-то, откуда ты, что ты здесь вообще забыл, как долго в Москве? Так, вот дай мне 2 секунды на то, чтобы все это переговорить. Кто я, что я, откуда я. Это очень долгая история. Родился я в селе Тыкёль, это административный центр Татинского района. Родился я 6 марта 1994 года. Ну, когда приехал в Москву, где учишься? В Москву я поступил в 2011 году, то есть сразу после окончания школы, я через Олимпиаду поступил в Московский государственный горный университет, который впоследствии был преобразован и включен в состав Московского института стали и сплава. МИСИС? Да, МИСИС. Вот такая вот. А почему именно горный? Почему там, не знаю, не Плешка, не Тимирязевка? Вообще учась в старших классах, у меня было такое представление, что Якутия – это такой горно-промышленный район все-таки. И поэтому хотелось себя попробовать и реализовать именно вот. А почему не в Якутске, не в ЗФУ? Вот так получилось, наверное. Не, а там какая специальность у тебя? И ты же сказал, по олимпиадам поступал, да? И что за олимпиада? Это физика, математика, что ли? Или черчение? Предметная. Физика и математика. Физика, математика, ну. А ты участвовал, это были, получается, республиканские олимпиады или всероссийские? Эту олимпиаду проводили университеты. Именно тот университет, в который я поступал. Через департамент? Да, через Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров нашей республики. Окей. Спасибо. Следующий. Давай, такой вопрос сразу. Один из первых вопросов должен быть всегда. Это семья, родные, мама, папа, брат, сестра, если они кто чем занимается. В семье у нас главный папа, поэтому начнем с него. Отец у меня работал до недавнего времени финансистом, был генеральным директором компании «Росгострах», филиала в нашем районе, в Татинском. Мама у меня учитель немецкого и английского языка. А ты знаешь немецкий? Немецкий. Вот парадокс. Нет. Английский-то да. Также у нас в семье 3 детей. Я и мои старший брат с сестрой. План минимум выполнен. Минимум 3 детей. На наше население. Да. Молодцы. Нет, ты младший, получается. Да, я самый младший в своей семье. А они насколько тебя старше? Намного. Намного старше? Такое на камере не говорят. Да ладно, у нас же без купюр. Нет, без купюр. А что значит много? 7 лет, 8 лет. Там 20 лет. 20-19 лет. Ух ты. О. Ничего так. Сестра работает в Министерстве здравоохранения, она решила себя попробовать. Зарекомендовала себя в этой области. Нет, тогда такой сразу вопрос компрометирующий. Смотри, ты рос, когда сестра с братом старшим, наверное, дома не было, да? Совсем один? Или они там были и тебя растили? Как это? Это же очень интересно. Ровесников нет? Типа братьев и сестер? И... Да, ты правильно подметил. Брат и сестра на тот момент, когда я только родился, они уже были студентами. Да. Брат учился в Америке, в Аляске, получается. И его мы видели очень редко. То есть я, по крайней мере. Сестра училась в Якутске, в Новосибирске, то есть она была там. Ходила. Она была часто на каникулах после сессии. Они для тебя являются примером для подражания? Или, может быть, они что-то от тебя черпают? Все, что хорошее есть во мне, это вот все, что мне дали мои мама, папа, брат, сестра. При каждом косяке все говорили, а вот твой брат, а вот твоя сестра, да? Именно вот так вот, то, что все, что хорошее, все это они мне дали. А все, что плохое, это лично мое. Я сам надыбал. Да, это мое заводское, получается, заводские мои настройки. Конечно, большой пример, они у меня все спортсмены, у многих разрядов, то есть отец шахматист, перворазрядник,
мать в прошлом фехтовальщица. Ух ты, ничего себе. Брат у меня каратист, ну, серебряный чемпион, серебряный призер чемпионата республики. Мать у меня, сестра у меня мастер спорта по шахматам. Так, все, я пошла, короче, отсюда. Стыд, позор мне. Такие вот столбы меня окружали, да? Да, тебе, по-моему, сложно было расти, наверное, таким примером давлением. Прям авторитет, да? Все прям давили на тебя своим авторитетом. Нет, я не скажу, что они на меня давили, наоборот, они меня своим примером вдохновляли, сподвигали на какие-то дела. Ты, как и твой брат, занимаешься единоборством, да, каким-то? Что за единоборство и к спорту твое отношение в целом? Начну с отношения к спорту моего. Мое отношение к спорту – это только позитивное. То есть я только это приветствую. Любой вид спорта, любой вид спортивной деятельности, да, любой вид активности. Нет, помимо еще, вот ты сейчас занимаешься единоборством. Каким еще видом спорта ты занимаешься? Занимаюсь. У меня, скажем, в жизни было много попыток или заняться каким-то определенным видом спорта. Да? Это была и легкая атлетика, и лыжные гонки. Занимался я футболом, играл в баскетбол. А почему занимался? А сейчас что? Занимался. Да. Сейчас ты знаешь, наверное, потому что я в то время отдавал этому много времени, а сейчас это такое от случая к случаю. Вот так. А сам следишь за футболом? За футболом? Да. Да. Есть клуб там, любимый клуб? Любимый клуб? Есть у меня и российский любимый клуб. Ну, российский какой у тебя? Московский «Динамо». А вот в Европе или где там? Манчестер Юнайтед. Юнайтед хороший. Давай. Глори. Красавчик. Ну смотри, есть еще айталовские мероприятия, да? Ты же не принимаешь активное участие, а вот за пределами Айтала в каких-то соревнованиях, может быть, участвовал или еще что-нибудь? На начальных курсах, да, обучения в Москве, первых, вторых курсов. То есть у меня основным видом деятельности было именно занятие каратэ киокушинкай. Призерами, может быть, был? Нет, призерами до финалов чемпионата России и мира я не доходил. Почему? Скорее потому, что не ставил себе такую цель. Если бы я себе такую цель поставил, тогда еще, может, до чего-нибудь дошел. Карате я занимаюсь чисто для себя, чисто для поддержания себя в хорошей форме. А ты когда начал заниматься? Ты же в школе, да, начал? Или когда ты сюда приехал? Нет, именно карате я начал заниматься здесь. Я где-то слышал или читал, что вот таким видом спорта надо с детства заниматься. Да, вот, допустим, я сейчас пойду в карате и что-нибудь добьюсь или нет? Нет? По-моему, это плохая идея вообще. Если ты себе такую цель поставишь, то, конечно, все. Но как же там гибкость, не знаю, детская? Это же ей нужно как бы... Гибкость, это, знаете, такое качество человека, да? Ну вот я сейчас Колю с окна сброшу, он же себе все переломает. Зачем Колю с окна сбрасывать? Он сам прыгнет. Знаете, вот если говорить о гибкости, то гибкость такое качество, которое можно наработать. Просто для этого может потребоваться чуть больше времени, чем, конечно, 5-6 лет. Ну вы же видели, кстати, вот тренировки олимпийской сборной Китая, там прямо детей же жестко ломают. Просто их бьют. Во имя Си Цзиньпиня. Если говорить про карате, я на первом курсе вступил именно в Федерацию Киокушин-карате России, Российской Федерации. И уже занимался, скажем, под их руководством в их тренажерном зале, в тренировочном лагере. То есть тренировался параллельно со сборной Москвы по карате киокушинкай. То есть к нам на семинары приезжали сборная России по карате киокушинкай. То есть моим тренером был именно Ван Чиф, это президент Федерации киокушин-карате. Москвы или России? Всей России, Борис Викторович Шенков. Шихан 6, да. И что, ты на шпагат можешь сесть? Сейчас? На данный момент? Да, сейчас. Там же бьют ногами высоко, да?
На уровне головы или как-то? Ну, ты знаешь, для того, чтобы ударить в голову ногой, это шпагат не обязательно. Это такой, может, прозвучит немножко не... Можно просто взять эту и самопрыгнула, недолго думая. Ну, вот так вот, как я и сказал, да, для того, чтобы ударить в голову человека с ноги, неважно, кто это, там, Юдашкин или Валуев, шпагат не особо требуется. Это нужна подвижность суставов, нужна какая-то, но растяжка все равно как-то... растяжка, знаешь, есть такое понятие, что растяжкой можно заменить любую технику. То есть, если ты гибкий, ты можешь хоть как ударить, если у тебя нога высоко летит. Понятно. Но есть такое же понятие, что техникой можно заменить любую растяжку. То есть, если ты ударишь правильно, ты можешь ударить и без растяжки. Я, кстати, помню, когда был благотворительный концерт, мы что-то снимали, какие-то подсъемы, мы снимали, по-моему, интервью, ты нам чуть камеру не разбил. Ты там что-то как-то вот так вот делал, закинул ногу, и нога пролетела вот прямо вот на таком вот расстоянии от нашей камеры. Нет, по-моему, он разбивал там что-то. Это же, ты же как, какие-то бетонные плиты бил, там, биты разбивал, гопники просто, наверное, смотрели и плакали. Уже тренируемся уже 4-й год, получается. Сколько уже бит разбил, по-моему? Не так много. Пару десяточек, наверное. А чем надо пинать вообще? Какой частью ноги? Какой частью ноги? Да. Нижней частью голени. Это вот где вот здесь вот. Это вот эта костяшка. Вот эта костяшка. Да. Костяшка. А если она сломается, там разобьется? Есть такое вероятность. Если ударить правильно, то не сломается. Если правильно готовить. Что значит ударить правильно, Настя? Нет. Это значит, вот есть расстояние, да, есть палка, и там на расстоянии 2/3, если ударить, то отдачи никакой не будет, да, и максимальный удар будет. Что-то такое было из физики. Так, ну-ка давай-ка, Коля, встань, я сейчас на тебя применю это туда. Да нет, не надо. Что нет? Ну, знаете, все зависит, все исходит. В вайдаловских мероприятиях ты какие принимал участие? Я скорее проводил их, чем принимал. Ну, на начальном же этапе, я же помню, ты где-то участвовал, нет? Ну, это были и чемпионаты по футболу, да, на втором курсе я пытался играть. Как видите, ничего особенного. И поэтому просто решил командовать. Не, я помню, ты в прошлом году зимой играл в зале. Да, я играл. Это не 3-й курс был? Это был 3-й, да, курс. Но это была такая... как я помню, это был мой последний чемпионат футбола. Почему последний? Ну, на данный момент последний. Вот на предстоящем чемпионате, я не знаю, сыграю я или нет. А расскажи о своей деятельности в Италии. Как ты туда пришел? Туда я пришел впервые в начале 2-го курса, получается, да? Это был какой год? Это начало осени 2012 года. Я пришел с идеей провести тот самый, наверное, вы помните конкурс, который проходил здесь, в здании постоянного представительства «Созвездие». Созвездие? Тогда было впервые? Не, созвездие уже до этого было. Я еще помню, когда молодая была. Я проводил его впервые. Нет, ну ты сказал, как будто с идеей провести созвездие, как будто твоя идея. Не, ну на самом деле созвездие же тогда уже вообще затухало, то есть никто за него не брался, и поэтому вообще сначала он был конкурсом, потом просто стал концертом, а потом, наверное, с позиции Саши он снова стал конкурсом же, да? Ну, что-то типа фестиваля. Мы решили В этом году, кстати, очень качественный прошел. Да, кстати, да. Вообще мне очень понравилось. Ну, в прошлом году уже было неплохо. Один и тот же зал же был, что в прошлом году, что в этом году. Нет, в этом году мне очень понравилось то, что командная была. Да. Вот, Эргун там отожгли просто. Да, это же вот эти вот, которые светящиеся, вот эти костюмы у них там были. Да. Ну так и вот, ты продолжаешь, что там дальше было в Италии? Пришел с организацией созвездия. Ну и затем уже втянулся во всю деятельность, то есть там оказалось, что парней не хватает. Это просто жизненная проблема, не только Итала. Ну и меня заинтересовала именно вот спортивная часть. То есть мне стало интересно. Ну потом турслет, ты тоже турслет, волейбол, весенний футбол, армрестлинг. То есть сейчас ты заведуешь уже все спортивные части? Да, ну можно сказать так. Вот, слушай, следующий будет вопрос, когда, смотри, опыт на телевидении. Мы просто, когда ты готовился к The Best Asian Man,
Вот, я увидела там твою фотографию с артистом. Как его звали? С Андреем Леоновым. С Андреем Леоновым, да. Слушай, как ты туда попал? Из «Папиных дочек». Да. Я, правда, «Папину дочь» не смотрела. Как? Что? Ну ты Леонова, отца Леонова знаешь, помнишь, но сын на него очень похож и тоже, ну так, качественно играет. Талантливый, я бы сказал. Как ты не смотрела «Папину дочку»? Ну вот я не смотрела «Папину дочку», ну простите, я даже «Звездные войны» не смотрела. Мы на этом выросли. Смотри, опыт на ТВ. Как ты попал, как это назывался, сериал, фильм или что это было? Это был проект телеканала «Звезда». Сериал называется «IT-рота». Ну или есть второе название в скобках, это «Ботаны». То есть сериал повествует о молодых ребятах, ну, назову таким словом, о задротах. Ну, ботаны, задроты. Ботаны, задроты. Люди, которые вот проводят все свое свободное время за компьютерными играми, ну или за разработкой каких-то там, может, программ, может, еще чего-то. А почему или, здесь форма? или в социальных сетях сидят. А при чем здесь форма? Ты же там был в какой-то военной Ну, форме. то есть сериал повествует о том, что вот эти вот ребята, так называемые задроты, их забрали в армию, и они служат рядом параллельно с десантниками. И ты играл десантника? Нет, я играл не десантника, то есть у меня была роль... Задрота, что ли? Нет, у меня была роль китайского офицера. НОАК или... Китайского офицера НОАК, Народно-освободительная армия Китая. Да, Народно-освободительная армия Китая. Там до офицера очень сложно. А ты не смотрела эту передачу? Эту серию? Нет. Откуда ты узнала, что это? Я просто увидела фотку и спросила у Саши: Саша, что за? Я не знала, что это такое. И Саша мне написал китайского офицера. Я даже что-то думала сначала корейского, а потом Саша сказала, что китайского. Ну, кстати, похож. Да, посмотрите, похоже, да? Ну, что-то есть такое, да. У тебя случайно китайца в роду нету? Надеюсь, что нет. Надеешься, почему? По-любому нет. По всем параметрам, он, кстати, подходит под стандарт НОАК. То есть не сильно высокий, не сильно низкий, телосложение среднее. Да. То есть как бы ты можешь, в принципе, попадать. Они, кстати, очень хорошо получают. Я и так, это так, чисто к слову. Ну, так вот, если продолжить, да, там, как мы попали на этот сериал, то есть я увидел, я уже не помню, где я это увидел, информация о том, что требуется актеры азиатской внешности, да, с оплатой, там, такой-то в день. Это секрет. Но я решил отправить свою фотографию на кастинг. То есть там в кастинге принимало участие около 10 или 15 актеров. Актеров? Да, и я попросил, я предложил это действие, скажем так, своему другу, духовному наставнику, можно сказать, Коле Степанову, фотограф. Да. Вот он тоже на это согласился. Вы с ним вместе пошли? Да, то есть мы оба скинули фотографии на кастинг и оба прошли. И уже далее нам уже объяснили, что к чему, кого мы будем играть, как мы будем играть. Просто из фотографий они уже выбрали, да, и решили, что вы будете не попросили прийти, сыграть какую-то сцену. То есть мы играли, не передовую роль мы играли. То есть мы были не главными действующими лицами. А зря. Саша, наверное, хороший актер еще получился. А ты снимался еще где-нибудь в фильмах или реально? Реально в фильмах? Да. Нет. Надо было. Только в сериалах. Только в этом сериале снялся или еще где-то снимался? Еще в каких-то мелких сериалах, но у меня там... Скажи. Я не помню уже, честно. Да, я поехал, отснялся и уехал. Даже не помню. Спрашивал я название сериала, я даже сценарий не читал. Я пришел, мне показали, вот, сделай то-то, то-то. Отсняли несколько дублей. Все получилось, и я уехал. Телеканал «Звезда», между прочим, Министерством обороны спонсируется. Ты знал? Наверное, догадывался. Вот так вот. Ну так вот, если говорить о той серии, в которой мы снимались, она повествует о том, что у нас же сейчас у России и Китая такие хорошие дружеские отношения. Это, конечно, всегда были хорошие. И чтобы показать их на экране, то есть было решено руководством этого сериала снять такие сцены, что военную часть Российской Федерации, туда, где служат вот эти самые ботаны и десантники, приезжает делегация из Китая, военная делегация из Китая.
Вот я и Коля Степанов были вот как раз таки в этой делегации из Китая. Народная освободительная армия Китая. И что вы там делали? Ну, это мы увидим скоро на экране. Равняй смирно! Скоро еще? Я думал, что давно было и вышло уже. Нет, так это же Нет, сначала снимается премьера планировалась на 9 мая, то есть ко Дню Победы. Но что-то они значит, недавно было, классно. Надо будет посмотреть, надо будет скинуть. Как называется? IT-рота. IT-рота. Какие сериалы ты сейчас? Ты вообще какие сериалы любишь? Какие смотришь? Сериалы не смотрю, да? Являюсь патриотом в плане сериалов, смотрю только отечественные. Универ. Реальные пацаны, 80-е. Реальные пацаны я не смотрел. 80-е? Нет. Интерны, универ. Нет, чисто наши, это вот именно реальные пацаны 80-е. Вот такого нет. 80-е это вообще классный сериал, вообще такой добрый, советский, а вот эти реальные пацаны, это просто реальные пацаны просто сняли сами на камеру, на обычную. Вот хочу спросить именно, вот говорят, да, что вот Быдгов ходит в костюме, там, хочет там под кого-то, вот это. Но если... О, слушай, я даже... я расскажу, давай. Если вот так посмотреть, то у тебя, ты как писал, у тебя есть кумир, да, и вот этот Бату, Хасиков. Да, Хасиков, и, ну, можно сказать, что весь образ с него, да, вот, можно, давай о него поподробнее. О нем? Да, о нем, да. Почему вообще Бату Хасиков? Он же не якут. Вот ты же себя позиционируешь как патриота, почему Бату Хасиков? Нет, ну почему бы и нет, во-первых. Во-вторых, Бату Хасиков является абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу. То есть для меня как спортсмена это уже такое... Не, а когда ты как спортсмена, о нем узнал? Когда? Да. О нем я узнал еще учась в школе. То есть я один раз, как вспомнил, включил телевизор, посмотрел и начал крутить каналы, и вдруг смотрю, там идет бой по кикбоксингу. Мне кикбоксинг как вид спорта импонирует. Я посмотрел и увидел, что это Бату Хасиков. Ну, я так подошел. Я так посмотрел на него, потом подошел к зеркалу. Блин, я же на него как-то похож. Глазами похож. Да нет, может, я немножко пониже буду и такой более худенький. Ну, какое сходство есть, может, у него можно взять. Ну, потом я дальше начал о нем читать, о нем больше узнавать, за его высказываниями следить, ну, и так далее. А ты с ним в реале встречался? В реале? Я его видел в жизни один раз. Издалека видел, да? Издалека. Бату! Это я! Ну, подойти и пообщаться, там, взять автограф, сфотографироваться, но возможности не было, просто увидел издалека. Ну, в будущем, думаем, сможем. Ну, дай бог. Я тоже У крутого чувака крутые возможности. Крутой чувак. Да, сделаем вот так, на камеру, все. Потом что, давай, по-моему... Нет, я хочу спросить еще. Ты детей своих, вот, пацанов, мальчиков хочешь назвать Бату и Кирсан, да? Вот Бату, ну, понятно, да, вот. А вот Кирсан, кто это, откуда? Созвучно прямо с кирзовыми сапогами. Кирсан. Ну, Кирсан это... Есть такой человек, Кирсан Николаевич Лимжинов. Это первый президент Республики Калмыкия. Нет, ну это, конечно же, шутка. Я не буду детей своих называть такими именами. Нет, это было поставлено в качестве такого... Прикол, да? Не, на самом деле интересно. Как корабль назовешь? Ну, вот Кирсан Николаевич Лимжинов это первый президент Республики Калмыкия. То есть, если почитать его биографию, то он после университета в 26 лет стал первым долларовым миллионером в Советском Союзе. 26 лет. Такое можно себе представить, да? В Советском Союзе, между прочим, валюта была запрещена, поэтому он мог попасть под статью. Нет, ну он как раз-таки попал в такой период, когда уже начинался развал. Был начало 90-х. Да, начало 90-х. А потом в 30 лет его уже назначили президентом республики. То есть он был избран. А ты не задумываешься, что такие деньги не могли зарабатываться не совсем легальным способом? Ну, конечно, СССР, развал – это просто легкие деньги. Изи мани. Деньги 90-х. Да, так что там... Вдруг он был бандитом, а тут он тебе импонирует. Тебе импонирует бандит. Меня на тот момент не было. Слава то есть, Богу, если да? я и был, то я был очень маленький. Да, то есть я всего этого не понимал. Просто я вот вижу человека, как он.
ходит, как он общается, о чем он говорит, как он говорит. Просто человек мне лично как человек импонирует. Не как президент, не как высокопоставленный чиновник. Ну почему он тебе импонирует? Ты его в лицо не видел, ты только почитал его биографию. Нет, ну я не только читал, я слежу за его поездками по миру. То есть он, наряду с тем, что он 17 лет возглавлял Республику Калмыкия. Да, это вообще... 17 лет. Да, про Путина сняли фильм, про его 15 лет, а он сидел 17 лет. Наряду с этим он с 95-го года является президентом Международной шахматной федерации. На самом деле, вот он сказал, да, что прикол. Но это нифига не прикол. Я вот прочитал, и я сразу представил, да, вот это я представил. А ты подумай, как много девушкам представить. Смотри, мелких таких двух пацанов, Кирсан и Бату. Это же прикольно, это же круто. Я уже представил, какие ходят мужики, типа, Кирсан и Бату. Да. Ну не знаю, мне такие имена как-то. Кирсан. Ну да, это для нас это... Александровичи такие ходят. Или какой-нибудь Олег Кирсанович, его же, не знаю, его же Кирзой будут. Да не. Ну, Кирзой его, наверное, будет называть только твоя внучка. Я не буду ей препятствовать. Окей, хорошо, слушай, Саш, ну я вот вообще помню, я вот тебя знаю вообще давно, наверное, с того момента, как ты сюда поступил. Я помню, как ты был вообще таким раздолбаем. То есть ты ходил в рваных джинсах, какой-то футболке, абибаски, да, и вообще... Я помню этот период, когда он таким просто раздолбаем был. Ты был категорически необязательным человеком. То есть ты сказал, забыл. То есть и тут проходит, значит, буквально, не знаю, вот сколько я тебя знаю, вот буквально за полгода, за год, наверное, ты просто развернулся на 180 градусов. Ты там, не знаю, там взял себя в кулак, надел костюм, вот, и так далее, и так далее. Вот как? Это у тебя что, переходный возраст закончился или что? Ну, скорее всего. Ну вот как ты почувствовал, что как бы пора вырастать из джинс, всяких футболок и прочее, всяких дребедений, и нужно как бы за ум браться? Ну, как раз таки это мне примером как раз таки и послужил Бату. Ты же его со школы знаешь. Вот. Я со школы знал, но именно приехав сюда, именно на тот момент, когда я приехал сюда, у него начался именно вот этот вот пик карьеры, пик его узнаваемости его начался. И в этот момент я тоже как-то начал думать, что надо что-то в жизни такое найти. Что послужило толчком? Вот именно вот таким толчком, что ты решил, все, я иду там, не знаю, на рынок, покупаю себе костюм, и все, я, меняюсь. Да, вот ты верно подметил, но как это произошло, почему, от чего, по каким причинам, этого я уже, к сожалению, не помню. Окей, хорошо. Слушай, вот как раз ты упомянул Колю Степанова. Вот я вот когда просматривала твой Инстаграм, твой ВКонтакт, у тебя нету таких, вот знаешь, там типа таких вот селфи, вот у тебя вот по большей части все такие фотографии профессиональные через Тюген. Чем объясняется твоя фотогеничность? Ну, я бы не сказал, что это профессионально хорошая фотография, просто у меня же не весь Инстаграм фотогении. Чем объясняется, в принципе, такая твоя фотогеничность? То есть там какие-то выверенные позы? Я бы не назвал себя фотогеничным человеком. Да вы посмотрите на этого человека, одна сплошная фотогеничность. Ну, не знаю, может, конечно, может я похвастаюсь, но может это что-то от природы, не знаю. Я специально над этим не работал, то есть, чтобы там стоять перед зеркалом или включить переднюю камеру, там, пробовать какие-то позы, такого у меня не было. Я просто стою так, как мне нравится. Делаю фотографии такие, какие мне нравятся. То есть я, в принципе, представляю себе, как эта фотография будет выглядеть, как я выгляжу со стороны. Не просто делаю фотографию. А сколько времени ты тратишь на свою внешность? По утрам, допустим, чтобы там помыться, побриться, причесаться, напомадиться? Минут 15 от силы. Что, реально, что ли, 15 минут? Ну, может, чуть больше. 16 скрета, да, 16 минут. Это вот где ты покупаешь костюмы, просто скажи? И где первый раз ты купил костюм в Москве? Первый раз в Москве, это был такой, итальянский бутик, Чимино называется. Нихера себе. Ну, я бы не сказал, что это шибко дорогой или шибко такой пафосный и раскрученный бутик. Просто делает, я посмотрел, покрой, пошить. То есть мне понравилось цвет там, и так далее. Я просто купил. Ну, костюм у меня, многие думают, что я там
миллионы тратишь на эти костюмы. Нет, это не так. Мои костюмы там варьируются в цене от 7 до 10, до 11 тысяч максимум. За один? За один костюм, да. И сколько ты костюмов в месяц покупаешь? В месяц? За этот год я купил только один костюм. За весь. А сколько всего у тебя костюмов в 6. Москве? 6. Неплохо. Да, неплохо. У тебя сколько костюмов? У меня всего один костюм был. Я не хожу в костюме. Ну да, я вижу. Зачем? Ну вот если говорить про костюмы, да, то я много читал про себя, послушно, мне писали и спрашивают. Многие пишут и в личку, спрашивают, и взгляды я на себе замечаю, да, ловлю на себе взгляды. Если парень ходит в костюме, то я так обязательно что-то. Или у него какое-то торжественное мероприятие раз, или он работает где-то в офисе 2. Но почему-то никому не приходит в голову, что это может ему просто нравится, как стиль одежды. Как стиль, да? Ну, кстати, костюм... Ну, стиль у него классика. Ну да, причем, между прочим, такая классика, она очень сильно дисциплинирует. То есть ты осанку держишь, и там манеры какие-то, да? Вот, как бы вот этот же костюм на тебя влияет, да? Да. И просто народ не воспринимает это как стиль, понимаешь? Да сейчас вообще какая-то мода, не знаю, мейнстрим, не мейнстрим, раздолбайская какая-то. Костюм это же уже не мейнстрим. Ну это классика, да. В наше время, да, в наше время этих хипстерских, да, клетчатых рубашек. Да. Так, не надо, туда не надо. Клетчатых рубашек, раз, джинс, кет, всяких New Balance, лонгбордов, всяких найковских, Air Max'ов. А Air Max что такое? Это тоже кеды. Да. Потом, короче, погуглишь сама. Я думаю, справишься. Спасибо. И вот в такое время, да, костюм, он, знаешь, он смотрится как вот так. Ну странно как смотрится, необычно. И все думают, что вот у него, у парня там не все дома, что-то у него там со психикой, нет. А когда ты домой приезжаешь, ты тоже в костюме ходишь? Я не дурачок, я абсолютно нормальный, здоровый, соображающий человек. Просто костюм для меня это является стилем одежды, который мне нравится, который мне импонирует. Галстук. У тебя всегда красный. Да, это мой любимый цвет. Ну или красный, или какой-то оттенок красного. Это может быть бордовый, это может быть розовый. И сколько у тебя галстуков? Галстуков я не считал. Много, наверное. Много. Ну, если рассказать о предыстории, скажем, да, о том, почему я люблю костюмы. Давай. Вырос я на рассказах о Шерлоке Холмсе. Лондон. Англия. Не, Шерлок Холмс. Артур Конан Дойль. Чуть-чуть. То есть это Лондон, это Англия, это классика, это пальто, высокие шляпы, это всегда запонки, шейные платки, галстуки. На таких вот образах мне... Вечно холодные пальцы. Да, вот это вот мне понравилось, что все они такие стройные, подтянутые. Педантичность, да, аккуратность, да. Все вот четко по времени. Ну, даже педантичность и аккуратность это скорее у немцев. Ну, хотя и у англичан тоже, то есть то, что они там 17. Я тебе скажу больше, что немцы больше всех пьют. Русские пьют больше. Нет, вот, кстати говоря, очень, вот на первом месте находятся немцы, по-моему. Русские там что-то на 5-м, на 6-м находятся. Ну, то, что немцы пьют за год, русские пьют за день. Так. Я просто помню, когда вот... Я помню, где-то я отдыхала, и, значит, иду я по пляжу, и вижу, короче, лежит такая кучка немцев. У них стоит ведро, там протянуты длинные трубочки, и рядышком стоят пустые бутылки. Из-под вискаря, бурбона, пива, вина и так далее, и так далее. Они это просто всю в одну бадью замешали, поставили трубочки, загорали и это пили. Даже смешали? Все смешали и лежали, пили. Я думаю, как? Причем там ведро, наверное, литров 5. Или 7, или 9. Ну, как надо попробовать. Не пробуй, ни в коем случае. Шучу. Давай. Ай, хорошо. Что, более-менее, по-моему, понятно, да? Ну да, как бы с твоей внешностью мы разобрались, теперь языки. Вот ты говоришь, я вот посмотрела на твою страничку, у тебя, значит, там стоит русский, английский, якутский и еще какая-то иероглифика. Что за иероглифика? Ну, это японская иероглифика. Что, по-японски? Ты что, японский знаешь? Чуть-чуть. То есть каратэки Кушинкай имеет японские корни. То есть... Я только что подумал, что он на японском что-то сказал. Весь счет, да, в каратэки Кушинкай. Все названия ударов, все названия перемещений, все названия стоек,
Ну, все у нас было на японском языке, и все это надо было знать. Все это надо было делать под команду тренера. Ну, во всем этом надо. Ну, конечно, по-японски я так не говорю свободно. Я просто знаю вот только то, что связано с карате. И все. Ну, тоже неплохо. А по-английски ты как хорошо разговариваешь? По-английски? Ну, yes. What about your day? Ага. What about your style? Or something else? Так что ты там, Коля, говорил? Я хочу именно про этот Best Asian Man, вот именно главный Ну, к нему вопрос. еще вернемся. Я хочу сейчас. Сейчас, ну вопрос, хорошо, да. давай. Best Asian Man. Поехали. Просто как, зачем, почему ты к этому... Я просто даже помню, вот в прошлом году, когда был The Best Asian Man, ты просто сказал, да зачем мне этот конкурс, как может мужик вообще участвовать в конкурсе красоты? И вот прошел год, и у нас Саша на конкурсе красоты, я даже удивилась. Ну, таких категоричных высказываний. Да. Было, я помню, было. Ну, может, ты В сказал. группе Айтала это В даже... группе Айтала? Я даже помню, когда мы тебя пытались выдвинуть, ты вот как раз вот тогда очень категорически отталкивался от этого. Ну тогда да. Тогда меня выталкивали, знаешь, в какой момент? Я помню момент. Когда там буквально 2-3 дня там оставалось. буквально оставалось 2 или 3 недели. Ну ты все равно говорил, что то есть- типа, вот, ну зачем конкурсы красоты, я там не буду участвовать, позориться я не хочу. И тут прошел год, и вуаля! Но я сходил на тот конкурс, смотрел, мне это понравилось. Я почувствовал, что это это тоже имеет ко мне отношение, то, что это тоже может быть моим. То, что показывает какие-то Вкупе с его фотогеничностью. какие-то номера на сцене. Ну вот и я решил, что вот через год я обязательно приму участие. Ты год назад уже решил, что Да, ты ровно год участвуешь? назад я вот даже дал слово организатору, то, что она мне предлагала еще в том году выступить. Но из-за того, что времени на подготовку было в обрез, то есть меньше месяца, я отказался. И дал слово, то, что я обязательно выступлю через год. Ну вот прошел ровно 1 год, то есть начиная уже с осени. Ты готовился? Ну, я уже так ходил, что-то себе представлял, о чем-то думал, что я могу показать, как я могу показать какие-то свои, рассматривал себя с разных сторон, да, то, что я умею, что я хорошо умею, что я плохо умею делать, где надо в чем добавить. Такой вот получился номер, смесь музыки, музыкально-инструментальной музыки и простой клубного творчества. А как это вышли СМИ? СМИ? Да. А тебе же писали в газетах, в журнале же, да? Ну да, я давал интервью 2 газетам, 3 газетам, «Наше время», «Кым» и газета «Якутия», и нескольким таким информационным порталам, таким «Саха-Лайф», «Саха-Пресс». Не знаю, они как-то на меня сами вышли через организатора этого конкурса. Может, я стал как-то интересен. Ну и мне тоже было интересно самому, да, впервые вот так пообщаться с прессой. Я посмотрел, как они работают, что они могут стать популярным. Что они могут сделать хорошего, что они могут сделать не очень хорошего. Не очень хорошего это что? В том плане, то, что там не было такой прямой речи. Да, какие-то выводы вынес из этого конкурса? Вот, допустим, прошел конкурс, какие-то ты для себя сделал выводы? Вообще, изначально на этот конкурс у меня была такая задумка, то, что я иду не от своего имени. Я иду от имени своего флага, от имени целого народа. Я не вхожу с паспортом на этот конкурс. Я буду выходить с флага. То есть прошел конкурс, да, представлял публику. Какие выводы? Вот чисто для себя. Для себя, я получил громадное удовлетворение от самого процесса подготовки, да. Там был, знаете, такой момент неприятный. Там буквально оставалось дней 10 до конкурса, может, неделя. И нам объявили дату, 1 мая. И вот такая ситуация, что половина членов моей команды, или больше половины, уехали. У них были билеты домой, у кого домой, у кого за границу, у кого там в игры, Санкт-Петербург. Прости, Саша. Я тебя помню, да. Вот такая ситуация, представь себе, да, мое состояние, когда я об этом узнал, когда мне пишут, вот извини, Саша, я в этот день я занят, в этот день у меня не получается, у меня 1, 2, 3, 4 человека меня просто
слетело. И за 10 дней до конкурса мне пришлось набирать новую команду. Танцоров, музыкантов. И уже с ними ставить тот старый номер, который... Ну, это, на мой взгляд, оказалось даже, все хорошо, то, что хорошо заканчивается, в принципе. Очень достойно выступили. Мы даже кое-что новое добавили. То есть это был взгляд со стороны, то есть старая команда, она так уже притерлась, да, друг к другу. То есть ничего, каких-то новшеств не было, просто гоняли и гоняли один и тот же номер. Ну, так вот, познакомился с большим количеством людей. Это раз. Ну, как, надеюсь, что представил достойно свою республику. Окей, смотри, ты сам доволен своим выступлением, да. А вот как там организация? Тебе понравилось? Да. Ну, по поводу организации, ну, конечно, после драки знаешь, кто кулаками машет, да? Вот так. Ну, в целом все неплохо, но именно... А чего не хватило тогда? Не хватило? Да. Ну, скорее, мне не понравилась, например, площадка. То есть я рассчитывал, да, я и думал, и планировал, то, что это будет такой концертный зал, классический, как в театре. Все будет вот, по билетам, по секторам. А у нас тут получилось так, что это был клуб. То есть каждый сидел кто за столиком, да, кто возле бара, кто на диванчиках. Поэтому таковой, знаешь, обстановки, может, такое чувство того, что это большое торжество, то, что это большой фестиваль, а он назывался именно фестиваль, этот конкурс, ну, такого не было. Было такое ощущение, то, что это вот рядовая тусовка. Ну, просто танцуете перед пьяным народом. Ну, я понял. О чем он вообще даже представил, что... Ну, я в этот день, у меня была, знаете, какая гордость у меня на душе, то, что за меня пришло поболеть, наверное, самое большое количество людей. Это около 50 человек. За что я им каждому благодарен. В личку, конечно, не удалось благодарить, но я вот... Сейчас вот у тебя сейчас есть да, возможность. перед тобой камера. Перед камерой вот, я благодарю всех и каждого, кто меня поддержал в этот вот, самый, наверное, исторический, самый сложный день в моей жизни. Пис вам, товарищи. Нет, я вот именно на самом деле спросил, чего не хватило для победы. Ну, ты знаешь, когда большое количество участников, то есть ты можешь отдать все силы, все возможности, но даже несмотря на это может оказаться кто-то сильнее тебя, кто-то лучше. И ты согласен с результатом? Ну, я не стал спорить, не стал направить какие-то расследования, мол, покажите баллы, все ли там чисто. Но если жюри так решило, то это мнение жюри. Ставим все на их совести. Да. Не, ну почему? У нас победитель, по-моему, был очень даже, кстати, достойный парень. Победители не судят, но и проигравшим себя я тоже не считаю. Ну, главное участие, хороший опыт. Не, главное это было, то есть... Победа над собой. Победа не то чтобы над собой, была победа именно над этой ситуацией, когда вот... Когда давление, когда вот было давление, когда перед самым конкурсом меня слетели вот ребята мои. Вот у меня был такой вот момент, когда вот все, вот, блин, ну нафига я вот столько... Целый год готовился и все, на смарку. И самое главное было вот переступить через это состояние, когда сидел, у меня была вот такая вот депрессия. Давай. Следующий блок. Дальше. Подслушано. Группа подслушана. Тебе пишут. Тебя обсуждают, тебя обмусоливают. Как ты к этому относишься? Естественно, у тебя есть люди, которые тобой гордятся, которые тебя ненавидят, не любят. Вообще, вот подслушано. Вот расскажи, как ты туда, ну, как обычно, как ты туда попал, как ты вообще, в принципе, относишься к этому паблику? И Ну, как тебе я туда попал, это такая стандартная история просто. Я Да, я просто вступил в группу ради вот интереса. Мне было интересно почитать, что пишут наша молодежь якутская, да, сахалинская. Надежда, про кого пишут, да, хорошо пишут, плохо пишут, о ком отзываются, как люди отзываются о мероприятиях, которые я и лично проводил, и которые проводит непосредственно молодежное общественное движение «Айтал». Это мне было тоже интересно. Ну, а к тому, что пишут про меня, если пишут хорошее, я, конечно, радуюсь. Ну, это такая нормальная человеческая реакция. Но если пишут что-то плохое, я стараюсь на это не обращать внимания. Ну, ты сам туда пишешь? Сам? Очень редко. Вот. Особенно вот в последний момент, когда у него там
появилась какая-то профильная страница в Аске, да? Да. Когда уже надо туда писать. Это же недавно стало. То Вот есть, именно, вот скажи, что не надо так. ну да, я, в принципе, не против этого. То есть им должны писать только те люди, которые вот зарегистрированы в Аске. Там еще как-то есть система, которая палит, там кто зашел, как зашел, по-моему, там все такое есть. Ну да, какие-то есть же компании, которые там типа предлагают свои услуги отследить, кто написал это. Мне кажется, по этому поводу мало кто парится. Окей, ну, оставим. Вот. Ну что ты, например, писал? Да. Прям скажи. Вот прям скажи, что ты писал, например. Вот это писал я, давай, признаюсь. Там это. Иногда там кого-то хвалил. Да. Про Колю Степанова там, я писал хвалебные всякие отзывы. Ну, критику стараюсь не писать, критику все-таки лучше уж как-то сказывать. Есть кому писать критику. Потому что критику писать... Комментарии. Да, именно. Ну, писать критику, это, знаешь, такое негативное действие. Ну что, объективная критика, она везде Ну, объективная. объективная критика должна быть, во-первых, не анонимная, я так считаю. Если это объективно, то есть тот объект, который критикует, он должен там делать в открытую. Не под ником, не анонимно, а можно даже в комментариях, или даже просто написать личку, то есть не обязательно представлять на публику. Мне кажется, никто еще объективную критику не писал в личку. Моя, Нет, ну вот моя личка, откуда пишите мне все, что я... Ну, я помню, что ты мне как-то написал, да, в личку объективную критику по поводу Айтал ТВ, да. Респект тебе, молодец, спасибо. Давай туда смотри. Окей, ну что, теперь самый главный вопрос, который просто всех волнует. Твоя личная жизнь. У тебя есть девушка? Честно. Честно? Да. Не скажу. Ну что такое? Ну это вообще неинтересно. Ну, даже И если... скажи, мы же не говорим, кто это, да? Просто Да, скажи, ну просто есть, скажи, нет? есть или нет? Ну, как таковой девушки у меня нет, просто есть. Как таковое, в смысле? Девушки у меня нет, с которой я встречаюсь, но есть предмет симпатии, скажем так. Это взаимно? Ну, я бы не стал углубляться в такие подробности. Просто у меня есть предмет симпатии, и я думаю, на этом... Ну как ты Нет, определяешь симпатию? давай, такой вопрос. Вот именно предмет симпатии у него, по-моему, давно есть. Мы это знаем из-за Аска, да? Там ты писал, что ты влюблен в кого-то очень давно. Это один человек за долгий период времени? Или это недавно кто-то там появился? Нет, этот человек, скажем... Уже давно? Нет, человек появился относительно недавно в моей жизни. Ага. Да, вот так скажем. Ну, не больше, не меньше. Короче, девушки, не судьба вам. Простите. Углубляться в это, я думаю, ну, это, во-первых, Нет. некультурно будет говорить. Ну, скажем, если выражаться на жаргоне, то трепаться об этом на камеру было бы немножко некорректно. Ну мы же спрашиваем, а ты просто отвечаешь, не требуешься я же. ответил. Ну, а в Аске ты же с кем-то там общаешься, кто-то тебе постоянно пишет, по-моему, там даже. Что, как относишься к этому? Вот Спрашивают? Есть кто-то, да? Есть... Ну, тут и есть, да, кто-то пишет, там, Кто-то есть. хороший пишет. Она одна или их там несколько? Ну, я не знаю, это пишется анонимно, то есть это может писать не один человек. Нет, там именно пишет, вот, давно я тебе не писал, вот сейчас напишу, и ты такой, о, да, короче, что такое, тебя давно не было, типа, привет, короче, как будто это такой анонимный друг какой-то такой. Ну, не знаю, но есть какой-то человек, который мне уже достаточно давно туда пишет. Я ему просто отвечаю, я не знаю, кто это. Я пытался его даже отследить через ловушки, но личность этого персонажа пока не установлена. На данный момент. А ты на все вопросы отвечаешь там? Ну, стараюсь, да, на все. Ну, если там идет какая-то вот такая бредовая критика, да, иди ты на, иди ты в, и так далее, ну, такое вообще. Ну, это пропускаем. Окей, хорошо. А теперь у нас пример для подражания. Вот есть ли среди якутских студентов, якутской молодежи, якутских людей в Москве те люди, которые являются для тебя примером для подражания? Ну, примеры для подражания у меня, вы уже знаете, какие у меня примеры для подражания, да? Вот именно. Вот это люди, которые находятся непосредственно, ну, скажем так, ну, далеко от меня находятся, если так по-простому выражаться. Ну, из студентов, я думаю, что каждый человек по-своему уникален, каждый человек по-своему неповторим, и от каждого человека ты получаешь что-то такое, что-то новое, новую информацию, новый какой-то взгляд на мир. Можешь чему-то научиться в плане там, физическом, да,
что-то там. Этот человек может тебя научить танцу. Настя, я знаю, ты великолепно учишь петь. Я как-нибудь схожу на твои уроки пения. 3 года уже собираешься. Ну, вот так вот, у каждого человека что-то свое, от каждого человека надо что-то брать такое. Ну, как таковых примеров, чтобы прям боготворить у меня среди студентов, к сожалению или к счастью, нет. Такового нет. Хорошо, будет еще вопрос про Тюген. Вот скажи, как ты с ним познакомился и почему вот как бы ты являешься, не знаю, главной моделью или как это сказать? Да, они просто друзья. Ну, сейчас он сам расскажет, давай. Ну, давай, рассказывай. Ну, с Колей мы познакомились уже достаточно давно. Такое общение, да. Куда ходили, там что делали. Ну, Коля там появилась не мечта, а идея, наверное, такое, начинать снимать. Студийная съемка на улице. И у него был такой момент, когда он просто предложил мне сняться. Я тоже был не против, то есть посмотреть на себя со стороны, как я войду в образ, как у меня получится там встать перед объективом, работать на объектив, какого мне это... Это я впервые на себе испытал. Это же давно было, по-моему, тогда только начинал, да? Да. И ему нужен был человек, для тебя это как опыт. Как портфолио. Ну, да. Что-то вроде того. Нет, но уже тогда у него был, как вы знаете, довольно небольшой, но хороший опыт. То есть тогда он уже был опытным фотографом. Ну, по Коле, кстати, видно, что он развивается. Да, в камере на «ты», и он очень хороший вот именно в плане фотографа. Очень хорошо вот ловит. По мне, это лучший фотограф Якутии. Ни больше, ни меньше. Я вот еще помню, как-то я просматривала паблик, и там был какой-то очень популярный паблик, там что-то свыше 1 миллиона людей было, и ты даже попал вот в этот паблик. Я не знаю, то ли там реклама часов была, то ли это был паблик Men's Looks. Да. Про классическое. И там было не 1 миллион читателей, около 100 или около 200 тысяч читателей. Ну там за него уже переваливали. Как ты туда попал? Не знаю, скорее всего, это Коля туда скинул свои работы, то есть, чтобы оценили, чтобы люди посмотрели, чтобы посмотрели в первую очередь на качество фотографий, да, на качество подбора дизайна, интерьера и так далее, ну и на мой стиль, может, как я подобрался. Там была прямо именно такая подборка идеальных парней, ты вот прям очень круто вписался. Ну хорошо, ну слушай, еще такой момент. Бывает так, что там на том же Праше, на том же Аске, в том же Подслушано говорят, что типа ты крутой чувак. Типа ты себя считаешь вообще крутым? Крутой. Да, скажи на камеру, да, я крутой просто. Я просто the best Asian man. Такого я на камеру не скажу никогда в жизни. Вы сами все увидите. Ну, знаете, крутизна, она бывает самая разная. То есть нельзя сказать, что если человек что-то определенно умеет, то он уже крутой. То есть крутым можно считать чемпиона мира по боксу. Чемпиона мира по математической олимпиаде тоже можно считать крутым. Человека, который классно играет на скрипке или на саксофоне, его тоже можно в определенной степени считать крутым. Да? То есть крутой — это такое понятие, знаете, слишком широкое, чтобы так этим понятием характеризовать одну личность. Я что-то умею, что-то не умею, я просто такой, какой я есть. Такой, какой ты есть. Может, я что-то умею делать хорошо, но как-то бить себя в грудь и говорить, что я такой вот, было бы неправильно. Вот, ты вот сейчас как раз сделал такой характерный жест. Я увидела твой пост, там, где ты написал что-то там было «Саламу алейкум», это значит «мой брат», это и так далее, и так далее. У тебя что это? На тебя оказывает влияние мусульманская культура? Нет, ну просто недавно, да, на днях в Москву прилетел мой друг, да, с которым мы познакомились в Швеции. Он сам из Дагестана, мы там вместе проходили языковую стажировку, да, вместе ехали из Финляндии в Швецию. Потом некоторое время общались, да, тренировались, может, вместе. И вот он недавно приехал в Москву. Я, чтобы вот выразить вот, да, почтение и уважение вот к его культуре, к его религии, вот я такие вот слова написал. Иншаллах. Вот так вот. Хотя очень много друзей из Дагестана, там, из Чечни, из Ингушетии? Ну, у меня есть друзья из Дагестана, из
Осетии из Калмыкии есть друзья. Ну, такой. Из Казахстана есть. Да, что это по географии? Угу. Ну, это люди, с которыми меня вот жизнь, да, как просто так столкнула, может, не знаю, с вообще рандомным, случайным образом. Ну, они, значит, тоже оказывают какое-то влияние на твою жизнь, на твою... Да, на мое мировоззрение, да, может и на интеллект какое-то влияние оказывает. Просто делятся своими мыслями, своими какими-то взглядами на жизнь. Я тоже все это впитываю, все это опускаешь для себя, и тоже от этого могу поменять свое отношение к той или иной вещи, скажем, и в мире, или даже здесь, в Москве. Ну, то есть все твои шаблоны в Дагестане были разрушены? Шаблоны? Ну да. А, ты имеешь в виду про стереотипы? Да, стереотипы. Красные мокасины. Да. Нет, я про стереотипы написал, знаешь почему? Потому что у нас ведь модно, то есть как-то гнобить, да, и троллить представителей Северного Кавказа, которые у нас находятся в центральных городах России. И они сами тоже дают много поводов для этого. Да. Ведут себя, там, скажем, вызывающе, ведут себя так вседозволенным образом. И вот я противопоставил, да, к примеру, именно своего друга, который является вот таким вот парнем чисто в религии, порядочный, воспитанный. Вот скажи, вот поговорили о патриотизме. Вот ты же патриот, да? А в чем это выражается? Наверное, в желании посвятить жизнь, всю свою жизнь, или при необходимости отдать даже жизнь за свой народ, свою республику, болеть, сопереживать за какие-то успехи или за какие-то провалы, скажем. А как ты относишься к моде на всю Якутску? Сейчас же в последнее время вот украшения, одежка, татуировки. Не, спроси для начала, он хочет вернуться в Якутск и жить там? Вот сам спроси. Нет, ну давай ответим. Да. Ты хочешь после учебы, да? После учебы, да, это даже не обсуждается. И где ты будешь работать? Ты уже знаешь, где ты будешь работать? Ну, есть какие-то определенные планы, но как-то загадывать или опять же... Ну, как загадывать? У тебя же уже скоро диплом, да? Нет, у меня диплом через 1,5 года. Через 1,5 года, простите. Ну, как-то вот говорить, да, что я по-любому буду там работать, по-любому буду здесь работать. Ну, об этом, так говорить, не переводится. Не, а ты пойдешь в политику? В политику? Да. Человек именно вот такой патриот, он должен пойти в политику, развивать именно Якутию со стороны, не знаю, управления как-то. Ну, это будем смотреть. Я бы хотел. Вот что бы ты изменил в политике республики? В политике? Да. Ну, я бы, наверное, поменял отношение не к молодежной, а скорее к школьной политике. Потому что если у нас к молодежи, да, уделяется много времени, много внимания, да, со стороны руководства, проводятся различные проекты, различные там, может, там, спортивные, там, массовые забеги, лыжня, в России лыжня пути, да. Про школьников в основном не знаю, это как-то забывается. То есть, если больше внимания, да? Да, то есть именно даже с детского сада все это дело надо начинать. То есть уже с детского сада начинать надо растить вот именно патриотов. Сейчас в России идет такая политика, то, что даже хотят ввести школьную форму, или, по-моему, уже внесли. Да, уже ввели, во да. многих школах. То есть не хватает нашим детям и всей молодежи во многом патриотизма. А пенсионеры, как же они? Пенсионеры? Ну, конечно. Пенсии и так далее. Ну, посмотрим. Это мне не знаю, до какого уровня надо дорасти, чтобы уже решать такие вопросы. Я вот вначале хотел бы, вот, если буду там какую-то политическую карьеру делать, то посвятить себя в работе именно вот, с детьми и с молодежью. А как ты относишься к нашему президенту? России? Нет. К главе республики. Главе республики. Нет, для нас он всегда будет президентом. Как бы его ни называли, да. Ну, да, в умах людей он всегда будет президентом. Как я отношусь к его политике? Да, в целом положительно. То есть за время его, скажем, руководства мы даже сами видим, сколько прошло времени, там, 5 лет, да, буквально. Помните, каким был Якутск 5 лет назад и каким он стал? Какие зарплаты были 5 лет назад?
помните даже кризис? Но этому разве «Газпром» не поспособствовал? «Газпром»? Ну, лично я так не считаю. Это вот именно лоббирование интересов республики именно нашим руководством способствует. Если мы правильное и грамотное лоббирование, правильно, грамотная работа и с центральной властью, да? С центром, с федеральным центром. Да, там же построили вот эти спортивные сооружения. Да. И бассейн, и... Да, и бассейн. Если там был, кстати, в стадионе там новый. Да, в «Триумфе» я был вот той осенью. Я так, может, немножко похвастаюсь. Ты не красивый. Ну, был на инаугурации. Ты тоже, кстати, там была на инаугурации вот главы перед Арханом Республики, где Егор Афанасьевич Борисов, мы вот с Настей присутствовали. Мне вот этот стадион вообще, его масштабы, да, его качество постройки по европейским стандартам. Вроде, да, где-то на севере, вообще в Якутии. Но построен он по европейским стандартам. То есть очень такой крутой, мощный стадион. А в бассейне? В бассейне я пока не был. А сейчас еще что там строится новое? Кто знает? Я узнаю, что там дороги пока... До дорог пока еще руки и деньги не дошли. Не, ну дороги, они всегда будут такими. Это стало классикой. Да. Ну, многие, я знаю, что критикуют, да, политику Егора Афанасьевича Борисова. Да, говорят, что там, я так скажу, что все неправильно делает, как неправильно руководит республикой. Ну, чисто, на мой взгляд, два экономических кризиса. Пережили. Лично я так считаю, может, тот кризис я тогда был еще таким мелким, да, скажем. То есть на него я такого внимания не обращал, чисто слышал по телевизору. Но как на тот момент, так и вот тот кризис, который вот был недавно, ну, может, какие-то отголоски его, которые там по нынешний день остались. Мы этот кризис у себя в Якутии, я так считаю, не особо почувствовали. Кризис показывали по ТВ, да? Это все благодаря, вот, да, ну, помните, да, что было на Новый год? Доллар там 100 с чем-то, евро там 120, да, доллар 100, все, через год в России будет дефолт. Ну, это говорили преимущественно западные политики. Да, там вообще... Там полный раздрайв. Ну, там полный раздрайв. Ну, была такая, не знаю, паника, что ли, такая. А ты про первый кризис, это про какой? Про 2008-й? А я думал, он про 97-й. Как... Ой, 97-й, что там же, в 96-м же был дефолт, да? Ну да, доллар был, я помню, доллар был... Нет, ну его, он же тогда был просто там вот как бы государство ставило фиксированный курс, а потом оно просто отменил этот фиксированный курс, он просто пополз там до небес. В 95-м, 94-м доллар был там рубль. Да. А потом сразу 30. Бумажками можно было просто брать и обклеивать стены. Такая была инфляция. Окей. Ну, слушай, вот теперь давай поговорим, вернемся к тому, от чего отталкивались, про твой родной город. Это село. Село, это Кёльн, да? Я как-то помню, была в Кёльне. Таптинский УЗ. Я там был, кстати, да. Там еще есть этот музей, сейчас скажу. Как это? Черкёв. Да. О, вот я помню, когда-то там, когда я была в Кёльне, это был, по-моему, 2006 год. То есть это вот было прямо село-село. 10 лет назад. 10 лет назад, да. Вот что за эти 10 лет там изменилось? Очень много. То есть и качество жизни, во-первых. То есть пришла такая асфальтированная дорога. Да. Откуда докуда? Точнее, не пришла, а откуда-то докуда, да? То есть она была, проходила в сторону Магадана, немножко вот так. Да. А почему, допустим, в Мегино-Кангаласском нет асфальта? Не могу на этот вопрос ответить. Да. Ты же с Мегино-Кангаласского. Почему там нет асфальта? Мне говорят, что вот эта дорога федеральная, она принадлежит именно Черепчинскому УЛУСу. И они ответственны за то, что за асфальтирование этой дороги. Так-то почему у вас нету асфальта? Я не знаю, у нас нету. Вот вы же через Мегино-Кангаласское, через Черепчи, да, так вы едете. А там откуда до куда есть асфальт? Не, я имел в виду не про весь свой УЛУС, да? А именно вот чисто про свое родное село. Там асфальт, в селе асфальт.
асфальт и мелкие какие-то дороги, они у нас заделаны бетоном. Так. А что там построилось? Много чего. Магазинов не счесть уже. У нас уже строят дома по новым технологиям, да? Каменные, вот скажем так. Как в городских условиях уже. Да, с сантехникой и с канализацией и так далее и тому подобное. То есть уже люди живут не как, да, вот в русских селах там, в 19 веке, чтобы там вышел топором, что-то порубил. Нет, у нас же все отапливаемое, с центральным отоплением. То есть уровень жизни, он с каждым годом все лучше и лучше. Рабочие места? Рабочие места. Ну, это, я думаю, проблема не только села, а в целом всей России. А сколько там населения? Вот говоришь село, да? Это как бы это центр же у вас. И что там, до города не хватает? Или... Около 10 тысяч человек даже. Я точную цифру не могу. Это уже, считай, поселок, почти поселок городского типа. Почти, да, почти поселок городского типа. Это непривычно слушать. Ну, до этого статуса нам осталось чуть-чуть. Ну там сколько, 20 тысяч же нужно, да? До поселка городского типа. Но если как-то остановить вот этот вот оттек населения из села в город, то я думаю, это цифра реально в скором, в ближайшие 20 лет. Ты приедешь и все, сделает город. Станешь главой села. Ну что бы ты там изменил? Вот что бы ты сделал такого, чтобы молодежь и люди не уезжали из села? Что бы ты сделал? Ну, ты знаешь, такой очень сложный вопрос на данный момент. Ну, ты же оттуда родом, то есть ты все равно какую-то жизнь отслеживаешь. Знаешь, район весь, да, наш Тайпинский, он не промышленный. То есть есть такие районы промышленные, да, вот Ильский район, да, Нерпинский. То есть там есть, да, где поработать. А у нас это сельскохозяйственный район. То есть правительство каждый год выделяет, да, миллиарды бюджета на сельское хозяйство. Ну, как такового продвижения я почему-то не вижу. Вот, кстати, да, я помню, было даже какой-то год села же был, да? В том году, по-моему. Нет, вот, значит, объявили год села в республике, а потом через год объявили год села в России. Вот что, кстати, вот за этот год, когда вот был объявлен год села в республике, что изменилось в твоем селе? Ну, то есть, как бы там уровень сельскохозяйственной промышленности повысился или остался? Не знаю, я за этим не особо слежу, потому что почти круглый год нахожусь в Москве. Ну, летом же ты приезжаешь. Летом я приезжаю там буквально на 3 недели. Вот так. Ну, то есть особых изменений ты там не увидел по линии хозяйства? По линии сельского хозяйства, конечно, там что-то добавляет, что-то убавляет, но как таковых, чтобы прям глобальных каких-то изменений, ну, я так думаю, что есть по-любому какое-то движение вперед, ну, такими мелкими, умеренными шагами. Ну все, давай. Я хочу вот именно спросить про такие вот именно компьютерные игры. Ты, по-моему, играешь во что-то. Ты даже что-то организовал? Да, я организовал, ну не я, а я и Миша Андреев организовывали чемпионат по Counter-Strike. Да. А ты сам играешь в Counter-Strike? Да. Очень редко. Редко, да? Да. Ну, какие компьютерные игры ты играешь? Я? Ну, в основном я играю только в футбол. FIFA, да? FIFA играешь. А в CS:GO, вот CSGO ты пробовал играть? Вот 1.6, CSGO пробовал, да? Что, понравилось, нет? Ну, не скажу, что мне понравилось, я не такой уж и большой фанат всех этих игр, просто когда мне удается... Мне вот показалось, что ты был, ну, типа, фанат CS. Ну, я просто, может, я начал разговаривать какими-то терминами, да, чисто задротскими, скажем так, ну, поэтому, может, у тебя такое сложилось. Не, а знаешь, помнишь, сколько там стоит калаш? Вот, в CS? 2700. Вот, он помнит. Вот еще такие, когда такие слова, вот, знакомы ли тебе такие слова, типа, ну, дно, там, митракал, там, твою маму в кино водил, такие слова. Такие слова, ну, я думаю, эти слова не нуждаются в какой-то интерпретации, в каком-то переводе, в принципе, знакомым. Ой, это задрот. Это слова из доктора. Те слова, вот некоторые из твоих выражений, да, вот, МИД, ну, вот эти слова, да, знакомы.
А вот те остальные, которые были, да, немножко ругательные, ну, я думаю, их не надо, да, объяснять человеку, что это значит. Ну, я думаю... Вот про маму даже я, наверное, поняла. Нет, это наша типа русская комьюнити, именно которая играет в доту. Они так себя ведут. Какая марка пива самая любимая? Может, Ой, я можно? тебя удивлю, да, но я в жизни не пробовал алкоголь. Ни разу в жизни. Удивил. И с сигаретами то же самое, с табаком. С кальяном, с наркотиком, все это. Ну, то есть даже не пробовал, даже не хотел? Да, даже не хотелось пробовать. Ну почему? Обычно же как главная проблема села, то есть как бы от нечего делать, народ начинает Нет, там... это даже не, я бы не назвал это курить. проблемой чисто села. Я бы назвал это проблемой вообще всех молодых людей, которые находятся в таком переходном возрасте, когда там неправильные понятия о жизни, то, что Окружение еще. окружение влияет, да, и типа, думают, что это очень круто, думают, что если они там потребляют алкоголь, курят табак, то, что они думают, что они там выглядят взрослее, чем их сверстники. Мне еще тогда это казалось таким немножко передовым А как думаешь, в будущем ты будешь? И вообще там уже поставлен крест и все. Ну, знаешь, зарекаться нельзя, конечно, но если я буду в здравом уме, то я к этому, конечно, приду. Ну, как бы политика без этого, это не политика, по-моему, нет. Переговоры, там, всякие какие-то встречи. Кулуары. У меня к этому особенное отношение. Именно вот к этой теме. Алкоголь, табак и так далее. То есть, это не было таким, чтобы мне вот в детстве, да, запретили чисто вот так. Типа, не пей, это плохо, тебе там... А ты сам понял, да, сразу? Нет, у меня семья вообще, в принципе, ЗОЖ. У меня мама не пьет, не курит, отец не пьет, не курит. И брат с сестрой то же самое. То есть я рос в таком окружении, и мне это вот сразу... Если родители сказали, что вот это... Да, они не говорили мне, вот, не делай вот этого. Они не ставили никогда крест. Они сказали, вот это вот лучше не пробуй. Просто такой совет. Я последовал этому совету. У нас были вопросы. Зрители. Вот именно, зрители задавали вопросы. У нас здесь же спрашивали. Да, нам писали. Помнишь, что оттуда вопросы? Да. Там, в общем, было, чем ты владеешь лучше, руками или ногами? Это, наверное, имеет отношение к боевым искусствам. Ну, скорее всего. Ну, как и любой человек, я, наверное, лучше владею ногами. То есть, как То есть нет, не ногами. Точнее, ошибся, я владею больше руками, конечно. То есть, как бы, можно, какая-нибудь девушка может подойти и сказать, слушай, проведи меня до дома, а то я боюсь гопников, да, ты защитишь от гопников, да? Ну, смотря что за девушка. Нет, мы просто как бы берем чисто гипотетически. Чисто гипотетически. То есть, я девушку ты не поведешь. Нет, я на самом деле не понял этого вопроса. Я тоже, кстати, не поняла. Ну, наверное, в плане борьбы, да? В плане единоборства, да, это можно, наверное. Ну, конечно, я лучше владею руками. И там еще такой вопрос. Кто такой лысый из Бразерс? Нет, был там такой вопрос. Не знаешь такого? Ну, да. Это что-то знаешь, какая-то такая, какой-то жаргонизм уже пошел. Ну окей. Если не знаешь, то все, не знает, кто вы. Простите, не знает человек. А что еще? Какой там вопрос был? Нет, что-то еще было. Еще было? Да. Нет. Я вот сегодня вот тут посмотрела. Может, Но ты если, еще даже... нет, если мы что-то не спросили, да, то виноваты мы. Сами знаем. Ну, мы, в принципе, все задали. Да. Ну что, Саш, давай тогда на вопрос что-нибудь от себя скажи на камеру. Посмотри на камеру, как бы, может быть, мы что-то Не сказано. Не сказано. То, что мы не спросили, мы забыли, мы не смогли придумать. Даже есть что-то. Знаете, друзья, грядут, я так думаю, не тяжелые, по крайней мере, то, что, учитывая вот всю сложившуюся ситуацию, да, в последнее время, за последний год, которая складывается вокруг России, да, против России, я не могу не проводить параллели с началом 40-х годов, к сожалению. То
То есть эта ситуация, не дай бог, может повториться. Поэтому всем нам, независимо от национальности, всем народам России надо оставаться едиными и сплоченными. А для этого нам надо сплотиться самим, нам, народу Саха. И поэтому я всем вам желаю оставаться сплоченными, любите свой флаг, любите свой герб, любите свой гимн, берегите свою честь и свое здоровье. И именно в том порядке, в котором я только что назвал. Браво. Ну что ж, ребят, мы заканчиваем. С вами был Николай Скрябин, Анастасия Казакова, нашим гостем был Александр Бутыков. Это программа «Первый дубль». Смотрите нас в интернете. Всем пока. Всем хоккей. Задавайте свои Пишите, вопросы. отписывайтесь, комментируйте. Все. Всем счастливо. До пасара. Мы это сделали. Йоу.